Государственный музей Абхазии давно не пополнялся такими уникальными экспонатами, говорит директор музея Аркадий Джопо, охотно показывая полученные предметы от братьев Лакоба. Историк Станислав Лакоба сам занимался исследованием эпохи палеолита и проводил раскопки. Найденные предметы он долго хранил у себя дома. И вот теперь решил передать их Госмузею. Среди его находок есть различные керамические сосуды, обломки кувшинов. Это, как он сказал, в селе Берджинта, это недалеко от Нового Афона, между Афонами и Шера, скорее всего, так я тоже бывал там. Вот, это из его коллекции, предметы не опубликованные. Есть, это керамика. Керамика, скорее всего, он все это склеил, все восстановил, конечно, это битая керамика была, вот, а это из села Пышта, вот, и он оттуда принес, и самый замечательный вот этот сосуд, это таких так особо и немного, и вот, к сожалению, венчик отломался, но я думаю, что наши реставраторы, они восстановят, как положено, сделают, и вот, соответственно, это тоже такое более ритуальное такое значение имеющее, мне кажется. Среди подаренных экспонатов есть и предметы, относящиеся к периоду поздней бронзы. Это коллекция бронзовых топоров. На некоторых из них заметен орнамент, и предположительно это был ритуальный инструмент. Замечательный бронзовый топор, который был найден в том же селе Берджинта в 1969 году, когда он занимался именно археологией. Вот. Ну, я могу сказать так, что эти топоры, бронзовые топоры, они датируются поздней бронзой, то есть это где-то, ну, начинаются от 9 века, 8, говорят, значит, ну, 7, 6, это точно, абсолютно. Здесь же есть коллекция бронзовых топоров, они, в принципе, известны, в Абхазии попадаются часто, но вот этот бронзовый топор, орнаментированный, очень хорошо, четко нарисованный предмет, значит, рисунок, и, соответственно, я думаю, что это для публикации, да, это, скорее всего, ритуальный, да, значит, это самый топор, конечно. В Госмузей переданы предметы, которыми пользовались и женщины. К примеру, этот маленький сосуд для хранения благовоний, пряслица, каменный долос, бусинка. Среди полученных экспонатов есть и бронзовый умбон для щита, место находки которого неизвестно. Но самым ценным экспонатом Аркадий Джопо считает череп пещерного медведя. Его передал музею художник Геннадий Лакоба. Их в Абхазии найдено не так уж и много. У нас в музее тоже в экспозиции находится череп и скелет этого самого пещерного медведя. Я думаю, что очень ценная, очень уникальная находка. Я от всей души благодарю наших братьев Геннадия и Станислава Лакоба. Я бы хотел, чтобы наши товарищи чтобы обратили на это внимание, что если где-то что-то есть, то кто-то где-то найдет и тому подобное. Случайные бывает случаи, да? И чтобы они обращались в наш государственный музей, мы с удовольствием их примем. Теперь эта уникальная коллекция палеонтологических и археологических предметов будет храниться в фонде Государственного музея Абхазии. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.